Глава 3. Христианский суперэтнос. Кризис Запада. На осколках разбитой Римской империи и в пепле, остывающем после великого переселения германцев на Запад, с VI по VII век шел необратимый и неотвратимый процесс снижения пассионарного напряжения, который влек за собой распад нравственности, культуры, экономики, политической власти. Но в IX веке положение изменилось радикально. Произошла феодальная революция, когда дружинники, превратившись в графов, разорвали священную империю на 3 части и официально заговорили на своих родных языках. Тогда появились как государственные языки французский и немецкий. Страсбургская клятва 842 года. Но разделение страны было искусственным, и потому нежизнеспособные королевства продолжали разваливаться. Новая революция была, по сути дела, этнической. Бывшая Нейстрия распалась на Францию, Бургундию, графство, Аквитанию, Британь и Тулузский палатинат в соответствии с этническими особенностями новых этносов, возникших на основе смешения вельсков и тевтонов. Оформление новых этносов завершилось в 888 году. Потрясающе быстро, не правда ли? Очевидно, что как некоторые химические реакции идут лишь при высокой температуре и в присутствии катализаторов, так и этническая гибридизация при разных степенях пассионарного напряжения протекает по-разному. При слабых степенях особи инертны, и сочетание в потомке 2 стереотипов дает внутренний разнобой, своего рода какофонию, разбивающую психофизиологическую структуру организма. Но при высоких степенях организм становится пластичным, благодаря чему создались новые до сих пор не существовавшие стереотипы, а тем самым возникли новые этносы. Эту фазу этногенеза можно назвать творческой, хотя от нее, как правило, не сохраняется памятников культуры. В западной части империи население было более смешанным, и потому перемены были более значительны, а процесс шел интенсивнее. На востоке, где было сплошное германское население, дольше сохранялись старые племенные объединения – саксы, франки, тюринги, швабы, байерны, что и отразилось в длительной тенденции к раздробленности Германии, когда уже появились саксонцы, баварцы, франконцы и так далее. Тот же процесс и в то же время коснулся западных славян, из которых выкристаллизовались поляки и чехи, а бодричи и лютичи вступили в смертельную схватку с соседними немцами и проиграли ее. Наиболее показательна в этом отношении Скандинавия, страна бедная, долго пребывавшая в безвестности. С VIII века там внезапно началось и в IX веке развелось новое явление – движение викингов. С этими явлениями совпадает первая волна реконкисты в Испании. Астурийцы, дотоле державшиеся в своих горах, оттеснили арабов за Тахо. Правда, они вскоре были отбиты, но сама попытка показывает, что у них возродилась воля к борьбе и победе. Молодые скандинавы могли воевать только с сородичами, но на открытую войну не решались и предпочитали эмиграцию. В IX веке они стали кошмаром для всех прибрежных областей Европы, используя реки для проникновения внутрь стран, манивших их накопленными богатствами. И не только Европа, но и Америка были жертвами ярости норманнов, но нигде они не могли закрепиться, кроме Северной Франции, ныне именуемой Нормандия. Значит, не так уж велика была их сила. Скорее, сопротивление им в IX веке было слишком слабым. Причина внезапного и кратковременного, всего 300 лет, свирепства норманнов была неясна еще их современникам. Первая гипотеза объясняла этот феномен как кару Божию за грехи людей. Однако до IX века и после IX века люди также заслуживали кары, но норманны не принимали в этом участия. По другой теории, суровый климат Скандинавии вызвал выселение людей, не имевших возможности прокормить себя. Эта мальтузианская теория сразу наталкивается на непреодолимые трудности. Климат Скандинавии благодаря Гольфстриму мягок. Заселена она и ныне слабо, а 1000 лет назад вопроса о перенаселении не могло и возникнуть. И, наконец, почему крестьяне, стремившиеся обрабатывать землю, вдруг сделали своей профессией грабеж, связанный со смертельным риском? Нет, что-то не то. По третьей теории, на севере Европы дом и землю получал старший сын, а младшим предоставлялось море.
Так, но в Северном море шли миграции сельди, ловить которую было легче, безопаснее и выгоднее, чем класть головы во Франции, Англии и Ирландии. Ведь большая часть викингов гибла на чужбине. А вернуться домой с добычей было тоже нельзя. Юноша, ушедший в Вик, укрепленный поселок викингов, разрывал все связи с семьей и родом окончательно и бесповоротно. Его забывали сильнее, чем мертвого, и пути домой ему не было. Но нашелся окольный путь, который привел к правильному решению. С движением викингов, противопоставивших себя зажиточным и трудолюбивым хёвдингам, связано возникновение скальдической поэзии около 800 года. Это рассматривается литературоведами как своего рода мутация. Верно, но скальды пели для викингов. Следовательно, мутантами были и те, и другие. А пассионарность – мутация, возникающая внезапно и исчезающая вследствие естественного отбора, что целиком соответствует фактической стороне наблюдаемого явления. Несмотря на большую работу, проделанную многими учеными разных специальностей, вопрос о причинах походов викингов остается неясным. Некоторые историки полагают, что удовлетворительно объяснить этот взрыв активности и агрессивности вообще невозможно. Другие всячески преуменьшают значение и масштабы походов викингов и хотят свести их к нормальной активности эпохи раннего Средневековья. Во многих книгах, посвященных походам викингов, об их причинах говорится вскользь. Авторы ограничиваются общими соображениями о нехватке земли на их родине или об овладевшей ими жажде приключений и добычи. Последнее оказалось верным. В Скандинавии произошел пассионарный толчок. Гуревич описывает это явление так. В жизни скандинавов в конце VIII – первой половине IX века произошел резкий сдвиг, перерыв в постепенном развитии. Среди них появляется новый тип людей – смелые мореплаватели, искатели добычи, приключений и впечатлений, имеющие связи в разных странах. Короче, прежний привычный строй жизни был сломан, сделался невозможным, и это не для единиц, не только для изгоев или поставленных вне закона людей, которым приходилось искать место жительства, возможно, дальше от дома, но для множества знатных и бондов. Достаточно ли простого указания на все перечисленные ранее причины походов викингов, чтобы получить убедительное объяснение столь глубокого переворота в жизни скандинавов? Очевидно, недостает, по крайней мере, еще одного звена, которое превратило бы эти причины или предпосылки во внутренние стимулы движения людей. Но возможно ли обнаружить посредствующее звено? Конечно, если рассматривать Скандинавию как нечто уникальное, не имеющее аналогий, то этого звена не найти. Но если расширить диапазон наблюдений, то загадка найдет решение. Вернемся к описанию феномена викингов и посмотрим, что произошло. Появились саги и поэзия скальдов. Сравним плеяду арабских поэтов перед проповедью Мухаммеда и в его время. Или Гомер и Гесиод накануне эллинской колонизации, Алкей и Сафо при ее расцвете, уход молодых энергичных людей из родных домов, люди длинной воли в Монголии при дедах Чингисхана, да и при его молодости. Степные походы были подобны морским, аналогия несомненна. Смена религии, война старших божеств ванов с новыми асами. Этот феномен характерен для всех фаз этнического подъема. Культ асов, божеств порочных, развратных, забияк, воров, клетвопреступников, злодеев, продержался до принятия христианства, то есть всю эпоху походов викингов. Но и после насильственного крещения в Скандинавии долго процветало двоеверие. И, наконец, искусство. Древний звериный стиль к VIII веку выродился и сменился новым, изображениями зооморфных демонов и драконов. Да, обновление было полным и стихийным, но ведь это и есть следствие взрыва этногенеза или пассионарного толчка. Викинги и феодалы. Сопоставление эпохи викингов, реконкистов в Испании с феодальной революцией во Франции позволяет уточнить расположение оси пассионарного толчка, прошедшей от Норвегии через Париж в Астурию и Португалию. Там зародился христианский мир, часть коего при рождении была всецело языческой. Христианский мир – название столь же условное, как и мусульманский мир.
Подавляющее большинство населения Западной Европы было крещено, но не имело никакого представления о сущности новой религии, так как молитвы и прославление Бога разрешались лишь на 3 языках – еврейском, греческом и латинском, которых миряне, естественно, не знали. Более того, в конце X века англосаксонский клирик Эльфрик разъяснял, что светские люди не могут понять тайного смысла книг Библии, и желание ознакомиться с ними не соответствует тому предназначению, которое Бог определил сословию рыцарей, людей войны. А в VIII веке уже существовала обширная литература на староанглийском языке. Так легко было перевести Евангелие. В христианской церкви и, значит, в Каролингской империи было другое мнение, отраженное в постановлениях Франкфуртского синода 794 года. Пусть никто не думает, что следует молиться лишь на 3 языках. Но ведь это было до раскола и феодальной революции, следовательно, до фазового перехода от инкубации к подъему, изменившего облик Западной Европы и создавшего христианский мир, в котором изучение христианской доктрины запрещалось. Еще раз отметим, что слова обманчивы. Превращаясь в термины, они приобретают новый смысл. Так, пассионарный толчок IX века – явление природы и никак не связан с распространением христианства, явлением культуры. Теперь несколько слов о викингах, о коих есть столько превратных суждений, что надо избежать недоразумений. В IX веке в Скандинавии перенаселения не было, так как свободных фьордов и теперь много, хотя людей стало больше. Формация там была первобытно-общинная, и конунги являлись выборными племенными вождями. До IX века скандинавы еле-еле отстояли свою землю от натиска лопарей, пока не загнали их на крайний север в тундру. Викингами называли тех людей, которые не желали жить в племени и подчиняться его законам. Слово «викинг» носило тогда оскорбительный оттенок, вроде современного «пират-бандит». Когда юноша покидал семью и уходил в дружину викингов, его оплакивали как погибшего. И действительно, уцелеть в далеких походах и постоянных боях было нелегко. При этом викинги не обладали большей храбростью, чем оставшиеся дома. Смелость южных народов часто превышает мужество народов северных, но это не пассионарность, а другой поведенческий признак. Не агрессивность, а способность к адекватной реакции, обычно проявляющейся при самозащите. Викинги боялись смерти, как все люди, но скрывали этот страх друг от друга, наедаясь перед битвой опьяняющими мухоморами. Методы химической стимуляции применялись даже в Средней Азии. Басмачи перед атакой натирали ноздри коней опиумом, а сами накуривались анашой, притупляющей чувство страха. Современные им арабы бросались в атаку трезвыми, но неукротимые в опьянении викинги сминали и арабов, и франков, и кельтов. Особенно ценили они берсерков, подобных медведю, то есть людей, способных перед боем доходить до невменяемого состояния и с огромной силой крушить врага. После припадков берсерки впадали в глубокую депрессию до следующего нервного срыва. В нормальных условиях берсерков не терпели. Их заставляли покидать села и удаляться в горные пещеры, куда остерегались ходить. Но в отрядах викингов берсерки находили себе применение. Иными словами, пассионарность делает яростными даже не очень храбрых людей. Значит, викинги были людьми несколько отличного от прочих скандинавов склада. Обладая высокой степенью пассионарности, они были нетерпимы для малопассионарных норвежцев, которые предпочитали сидеть дома и ловить селедку. Поэтому пассионарная часть популяции отпочковалась от основной массы народа и погибла на чужбине. Зато норвежские и датские воины-пассионарии разнесли славу своей ярости по всей Европе и вынудили ее обитателей защищаться. Однако поздние каролинги и их свита не проявили никаких способностей к организации обороны, что вызвало законное недовольство их подданных. Тогда отдельные инициативные товарищи, комитас, латинский, то есть граф, например, Эд, граф Парижа, возглавили тех, кто хотел и мог обороняться. Население предпочло иметь энергичных правителей и отказало законным монархам в покорности. Феодалы захватили власть в Европе. О том, что такое феодалы, написано достаточно. Нам следует лишь отметить, что люди, получавшие бенефиции Илены,
ставшие в IX веке наследственными, подбирались ранними каролингами по деловым качествам. До того, как феодализм стал формацией и до того, как он был оформлен юридически, Карлу Мартеллу и Пипину Короткому требовались толковые помощники, а те работали только за плату. Nullum officio sine beneficio. Никакой услуги без благодарности, латинский. На опасные задания во время войн имело смысл посылать только энергичных, инициативных и смелых людей, согласных за хорошую плату рисковать жизнью. Значит, первые кадры феодалов составлялись из пассионариев. До IX века число их было незначительным, и тут встает важный вопрос. Были ли они остатками подъема II века, то есть наследием великого переселения народов, или это шел инкубационный период нового пассионарного взрыва, когда вновь рожденные пассионарии уже успели проявить себя? Скорее всего, здесь можно видеть наложение нового толчка на старый незаконченный процесс, подобно тому, как было в восточной части Римской империи в III-IV веках, когда рождалась Византия. Это видно уже из того, что произошло изменение этнической доминанты. В IX веке в Европе появились первые средневековые нации, о чем говорит Карл Маркс в хронологических выписках. Рождение Европы. При распадении империи Карла Великого его внуки в 843 году, встретившись в Вердене, именовались Карл, король французов, и Людовик, король немцев. До этого все их подданные были римляне германской нации, то есть германцы по рождению, юридически оформленные как римляне. Последнее было не ново, ведь были галло-римляне, испано-римляне, иллиро-римляне и так далее. Но то, что общность нового типа, совмещающая единство происхождения и языка, оказалась предпочтенной юридической форме, показывает, что появилась новая этническая доминанта, то есть принцип, на котором люди нового склада стали объединяться в коллективы. Поэтому можно и должно рассматривать дробление западноевропейского суперэтноса не на общины, не на племена, не на полисы, а на нации как локальный вариант этногенетического процесса. Не следует путать современное значение термина «нация» со средневековым, так как термины часто переосмысливаются. Но это проблема филологическая, которой мы не будем уделять время и место. Этническая пестрота Европы, обусловленная последствиями великого переселения народов, в момент пассионарного толчка благоприятствовала выживанию пассионариев, а тем самым и росту пассионарного напряжения. Средневековые нации не восходили к древним племенам германцев, кланам кельтов, муниципиям италиков, хотя людей они черпали именно из потомков перечисленных этносов. Если бы древние традиции не умерли, то новая суперэтническая целостность не могла бы возникнуть. Но старые этнические системы уже не могли удерживать в своей среде рождавшихся пассионариев, которые, владея мечом и копьем, искали для себя, а не для своих соплеменников карьеры и фортуны. И соплеменники были не в силах приостановить этот процесс, так как вследствие этнической пестроты пассионарию было легко найти сеньора, нуждавшегося не в послушных подданных, а в смелых соратниках. Им не нужно было, как скандинавам, плыть за море, а достаточно просто перейти границу своей области, чтобы обрести свободу, риск и надежду на удачу. Для того, чтобы бурление, охватившее Западную Европу в IX-X веках, не превратилось в броуновское движение, ведущее к бессмысленному человекоубийству, требовались этническая доминанта и связанная с ней социальная организация с достаточным идеологическим наполнением. На заре пассионарного подъема доминант было несколько. Они выражались в религиозных системах, частью сохранившихся от седой старины, частью воспринятых заново. Скандинавы верили в богов Валгаллы, славяне в извечную борьбу Белбога с Чернобогом, бургунды были арианами, франки – католиками, кельты – православными, так как их обратили египетские миссионеры, миновавшие Рим. Многие феодалы вообще не верили ни во что, кроме своих капризов и выгод, а среди крестьян и знати уже в XI веке процветал тайный культ сатаны, возглавленный попами-растригами. Клирики были пассионарны не менее феодалов и купцов. Именно эти свободные атомы, оторвавшиеся от своих этносов, оказались цементом, склеившим воедино самые непохожие и, казалось бы, несовместимые традиции. Бароны переняли у венгров древнюю в Азии, но новую в Европе тактику атак тяжелой конницы,
сарматское изобретение. Крестьяне заимствовали у кельтов длинные луки, стрелявшие на 450 метров, причем хорошо закаленные наконечники стрел пробивали примитивные калеты из кожи и даже кольчуги. Клирики ездили в Кордову изучать древнееврейские и греческие языки у еврейских раввинов, служивших испанским халифом, заодно изучая теологию в аспектах, чуждых восточно-христианской ортодоксии. Купцы сновали между арабскими мусульманами и славянскими язычниками, богатея на торговле мехами и шелками. И все они связывали свои судьбы не с родными деревнями, а с престолами королей, которые были в состоянии защитить и обогатить их. Однако эти свободные атомы не вылетали за пределы географического региона, ограниченного на севере, западе и юге морями, а на востоке невидимой границей, положительной изотермой января. Холодные зимы Восточной Европы их не манили, а пугали. Путешествовать там они считали возможным, а селиться нежелательным. Итак, новый суперэтнос возник в условиях ландшафтно-разнообразного, но монолитного географического региона за счет деятельности нескольких поколений пассионариев, появившихся на этой территории и перекроивших не только политическую, но и этническую карту Европы. Новая суперэтническая целостность должна была обрести название, чтобы смутные чувства, облеченные в слово, овладели сознанием ее членов. И она стала именовать себя «христианский мир». И опять-таки отметим хронологическое совпадение подъема пассионарности в Скандинавии, Западной Германии, Северной Франции и Северо-Западной Испании, то есть на оси, ориентированной с северо-востока на юго-запад. Никакого переноса генов из Скандинавии в Астурию и наоборот не было, равно как и культурных заимствований. Причина пассионарного подъема лежала и тут, за пределами видимой истории людей, значит, в сфере истории природы. Италия находилась за пределами ареала возникшей пассионарности. Поэтому в начале X века, когда Северная Европа кипела и сражалась, кто как французы против угнетателей, каролингов и немцев, кто как немцы против язычников, венгров и славян, кто как астурийцы против мусульман и весьма успешно, при Самаре в 900 году был разбит эмир Толецкий. В Южной Франции и Италии всеми сословиями овладела жажда наслаждений. Люди думали только о чувственных удовольствиях, о еде, питье, внешнем блеске, красивых женщинах. Высшие блага утратили всякую цену для этих изнеженных и нравственно грубых людей. Императорская власть исчезла, папская власть существовала только по имени. Единственной связью между людьми был расчет выгод. Всеми поступками управлял эгоизм, и духовенство отдалось чувственным страстям одинаково с мирянами. В нем почти не было людей, которые вели бы такую жизнь, как требовала церковь. Религиозность ограничивалась исполнением обрядов. В монастырях не осталось следов нравственного порядка. Северяне прореагировали на это нравственное гниение организацией Клюнийского монашеского ордена, который поставил себе цель восстановить былое благочестие бенедиктинцев и преуспел. Несколько иначе сказалось снижение пассионарности в англосаксонских королевствах, где население было этнически монолитно. Здесь шла постоянная война с викингами и кельтами. Вопреки рассудку, но в соответствии со стихией пассионарности, англосаксы умудрились потерпеть несколько страшных поражений, объяснявшихся изменами вельмож и распущенностью воинов. Англию сначала покорили датчане, а потом обескровили набегами валлийцы и скоты, что могло произойти исключительно из-за слабого сопротивления покоряемых. Наиболее полное смешение пассионарных этнических субстратов, слившихся в единый новый этнос, имело место во Франции, которая выдвинулась на первое место в Западной Европе. А поскольку Англия и Италия находились за пределами ареала пассионарного толчка, то они стали жертвами этого подъема. В IX веке Англию захватили франко-норманы, Италию саксы, франконцы и швабы. Но импортированный заряд пассионарности воздействовал на этногенез этих стран так же, как и возникший естественным путем, только с небольшим хронологическим отставанием. Как мы уже отметили, ареал пассионарного толчка не совпадал ни с ареалом становления феодальной формации, ни с ареалом христианской культуры. В Италии и Англии, куда пассионарность была импортирована, феодальные институты возникали позже. Движение пассионарных скандинавов, викингов, проходило на фоне первобытно-общинной формации, и скандинавы удержали элементы родового строя до позднего Средневековья.
Ни Испания, ни Норвегия, ни Польша не знали крепостного права для своих крестьян, хотя другие феодальные институты, как, например, наследование титулов, рыцарство, хартии для городов, у них были. Но, несмотря на локальные различия, этносы Западной Европы объединились не политическими, а идеологическими связями. Католичеством, покорившим в X веке западных славян и скандинавов. Идейные связи сковали новую системную суперэтническую целостность эластично, но цепко. И в XI веке, когда началась вторая, акматическая фаза этногенеза, это было для современников очевидно. И как члены христианского мира, они двинулись в колониальную экспансию. Первый крестовый поход. И тут, несмотря на различия в языках и нравах, при наличии застарелой вражды на базе давних этнических счетов, при разных политических целях, французы, немцы, норманы, итальянцы, шведы и испанцы ощутили себя своими по отношению к чужим, арабам и грекам. Суперэтнос не только сложился, но и осознал себя. Накануне Великого Раскола. Византия, как политическая целостность, очень быстро потеряла территорию Западной Римской империи, но как целостность культурная, она сохранила там свое влияние до IX века. Переломной датой можно считать и 843 год, и 867 год, а правильнее эпоху между этими годами. И вот почему. Захватившие Италию и Испанию готы и сменившие их лангобарды были ариане, а местное население – волохи, название латиноязычных европейцев, православные. Хотя как этносы они ничего общего не имели с греками, но церковь как культурный комплекс удерживала их в составе византийского суперэтноса. Влившиеся в эту систему франки и англосаксы также приняли православие от римского престола, чем обеспечили ему победу над арианством. И вот несмотря на то, что ни до Галлии, ни до Британии не могли дотянуться щупальца византийской дипломатии, обаяние культуры фазы расцвета превращало Западную Европу в провинцию, столицей которой был Константинополь. Пусть за 2 века акматической фазы этногенеза Византия пропустила через свою укрепленную границу по Дунаю тысячи славян, заселивших опустошенный ими Балканский полуостров. Пусть несториане и монофизиты подчинились арабам, пусть сумасшедший император с отрезанным носом возвращается на престол при помощи враждебных болгар, городские стены стоят, монахи обучают прихожан молитвам перед иконами, а Юстиниан II снова теряет власть, но на этот раз вместе с жизнью. Доблесть, искусство и справедливость при каждом потрясении торжествуют. Но вдруг зашатались и они. Нет, не от удара извне, а от неожиданных претензий императора. Лев III Савр, только что героически разгромивший арабский флот в 717 году, в 726 году поднял руку на святыню искусства – иконы. Это была ломка этнической психики и того стереотипа поведения, который поддерживал культурную традицию, сердце византийского этноса. Опираясь на малоазиатскую солдатчину, императоры и саврийцы попытались отнять у своего народа то, ради чего этот народ жил и страдал, воевал и молился. Они сделали жизнь своих подданных оскорбительно бессмысленной, а те отказали им в уважении и любви. И тогда очарование византийской культуры исчезло. Западные области, имевшие своих королей, остались верны православию, тем самым теряя связь с Константинополем, ставшим из столицы христианского мира главным городом Малоазийского царства, Византии, пределы которой были ограничены теми крепостями, где стояли гарнизоны, верные своим стратегам. Так начался надлом византийского этногенеза, индикатором которого была история культуры, искусства и религии. Иконоборчество было по существу идеологическим оформлением монархической революции. Не случайно папа Григорий II, 715-731 годы, расценивал политику Льва III как стремление сочетать в себе императора и священника, что было прямым нарушением восточно-христианского мироощущения. Ведь император в отношении церкви был только прихожанином Софийского собора, и голос его отражал лишь его личное мнение, которое само подлежало проверке собором. Лев III это понимал и искал опоры в каноне.
В 726 году иконоборчество провозглашено императорской политикой. В 730 году осуждается иконопочитание, а в 754 году, уже при Константине V, в Халкидоне состоялся иконоборческий собор. Но это было собрание подхалимов, а не Вселенский собор, в котором должны были принять участие и клир, и миряне. Народ Византийской империи высказался вполне определенно. Монахи, женщины, интеллектуалы, моряки – все любили и ценили образ Божий на иконах. Лик, а не личину. То есть прозрение, а не портрет. Историк Занара называл Константина V не христианином, не эллином, не евреем, но совокупностью всяческого нечестия. А простые люди, не мудрствуя лукаво, приняли версию об иудейском происхождении иконоборчества. Некоторое время иконоборцы держались бодро и даже одерживали победы над арабами и болгарами, используя этническую инерцию патриотизма и средства, накопленные до них. Но в IX веке пошли неудачи. В 806 году Харун ар-Рашид опустошил Малую Азию, в 811 году болгары разбили византийскую армию и убили императора Никифора, а в 813 году подошли к стенам Константинополя. В 810 году Византия утратила Венецию и Далмацию и потеряла авторитет на Западе, где в 800 году Карл Франкский восстановил Западную Римскую империю, но иконоборческие споры, шедшие с 726 по 843 год, коснулись и Запада. А так как Рим находился в пределах Византийской империи, то его паства делила судьбу церковной культуры Востока, в том числе иконоборческие споры. На Западе иконоборчество было слабее, чем на Востоке. Его представители, Клавдий, епископ Туринский, и Агабард, епископ Леонский, оба испанцы, враги иудаизма и поклонники творений блаженного Августина. Против них стояли за иконопочитание папы и короли, а также народные массы. Но вот что важно. В VIII веке эти споры шли довольно вяло, но в IX веке оживились, и даже когда предмет спора исчез с восстановлением иконопочитания, активность западных людей нашла выход в церковном расколе 867 года и взаимных анафемах папы Николая I и патриарха Фотия. Тут вполне отчетливо сказалась разница возрастов греков и франков. Византия вступила в инерционную фазу этногенеза, а на Западе шел подъем пассионарности вследствие набиравшего силу толчка. Противники византийских иконоборцев оказались в трудном положении. Им нужно было организовать для лиц, готовящихся в прилаты, получение теологического образования и изучение греческого и еврейского языков, а посылать своих юношей в Константинополь не хотелось. Поэтому молодых людей, готовящихся к духовной карьере, отправляли в Кордову и Севилью, где еврейские раввины, находясь под покровительством арабских халифов, преподавали желающим языки и философию. Разумеется, учителя не привлекали учеников к иудаизму, тем более к талмудическому, однако они вселяли в своих слушателей скепсис к основным догматам христианства, учению о троичности божества и о божестве Христовом. Те, возвращаясь домой, продолжали поддерживать дружеские связи с евреями, жившими в Южной Франции и Италии, и обладавшими богатствами, достаточными для того, чтобы занимать почетное место в обществе. Вместе с тем евреи были достаточно образованы и переводили арабских авторов для своих христианских друзей. На базе этнокультурных контактов и религиозного индифферентизма возникло и распространилось мнение, что все три веры равноправны, а критерием истинности суждения является разум, то есть обоснование тезиса на уровне науки своего времени. Это суждение легло в основу схоластики от Иоанна Скотта и Оригена до Абеляра и позднее. Иными словами, мы видим здесь этнокультурную химеру или сочетание трех компонентов на суперэтническом уровне. А на Востоке шел обратный процесс, характерный для выхода из надлома и установления инерционной фазы этногенеза. Лишнее было выброшено, а кристаллизованное в горении минувшей борьбы распространилось. Лишним был рационализм иконоборцев, а кристаллами – ортодоксия и искусство, сохранившее значение средства общения мира дольнего с миром горним. Гонимые в столице иконопочитатели бежали на окраины, в Херсонес, Далмацию и на Дунай.
Там они распространили православие среди хазар и славян, подготовив эти этносы к будущему крещению. Они проложили торную дорогу Кириллу и Мефодию, завершившим обращение славян и части хазар в IX веке. Но на Западе, где шел процесс роста пассионарности и подъема местных этносов, они не имели успеха. С VIII по IX век оба христианских мироощущения разошлись настолько, что греки и латины перестали видеть друг в друге единоверцев, ибо на VII Вселенском соборе Восток обрел покой, а Запад стал метаться в поисках решения. На этом месте надо остановиться, и вот почему. Поставленная нами задача была относительно проста. Мы проследили дивергенцию античного эллино-римского суперэтноса на византийский и европейский, романо-германский. При этом мы сознательно пренебрегли воздействиями со стороны чуждых суперэтносов, мусульманского, арабо-берберского и евразийского, венгров, потому что эти воздействия не смещали основную линию этногенеза. Для достижения понимания был достаточен синхронический подход, но при переходе к эпохе крестовых походов все меняется, и прежняя методика не удовлетворяет требованиям задачи. На первое место выходит проблема контакта на суперэтническом уровне, что требует диахронического подхода. Наряду с дивергенцией появляется этническая интеграция, и приобретают значение негативные процессы, ранее нигде не описанные. Для решения поставленных задач нужен другой масштаб, то есть большее приближение. А это неизбежно сужает хронологические рамки исследования приблизительно в 5 раз. Поэтому вместо тысячелетия этнической истории перед нами будет один эпизод, укладывающийся в IX-XI века. Да нам больше и не нужно, потому что с XIV века наступила эпоха образования современных европейских наций. А это совсем новая тема. Задача, поставленная нами, решена. Переход от римского мира Пакс Романа к христианскому миру имеет разрыв в 500 лет, с IV по IX век. Выяснилось, что эта лакуна в этнической истории заполнена этническими контактами на Западе и расцветом Византии на востоке бывшей Римской империи. С этого времени западнохристианские и восточнохристианские суперэтносы не объединялись никогда. Но уже с XI века, то есть с фактического раскола, обаятельные соблазны древности стали проникать в Европу крайне извилистыми путями. И шло это западным христианам чаще во вред. Отсутствие соответствий. Описанная эпоха изображена однобоко, но это сделано умышленно. По существу в XI веке шел переход из фазы подъема пассионарного напряжения суперэтнической системы в акматическую фазу перегрева страстей человеческих. А этот процесс всегда идет неравномерно. В средние века крестьяне и городские ремесленники тяготились соседством буйных пассионариев. Они были разумно консервативны, избегали технических усовершенствований, мужественно отстаивали свои права, зафиксированные в хартиях, и предпочитали оборонительные войны наступательным. Идеалом их было господство посредственности, но этот идеал был недостижим. Пассионарии рождались всюду, в том числе в среде крестьян и горожан, и девать их было некуда, потому что отправка их в крестовые походы была многим не по карману, да и не все туда стремились, ибо дома было тоже много интересного, например, ереси и борьба с ними. Таким же было положение в господствующих классах. От дворян требовалось несение воинской повинности, а поэтому в мирное время их тренировали до упаду, как в наше время заслуженных мастеров спорта. Без этого им грозила гибель в первой же стычке. Священников учили грамоте, что тем давалось трудно, особенно потому, что грамота была латинская, а не родная. Короче говоря, большинству людей было так некогда, что они не принимали участия в развитии ни техники, ни образования, вследствие чего производительные силы почти не развивались, а производственные отношения имели тенденцию стабилизироваться. Так за счет какого фактора происходили столь многочисленные события? Войны, перевороты, возникновение ересей и, наконец, крестовые походы. Ведь люди, добровольно принимавшие в них участие, часто шли на верную смерть. Затруднение здесь мнимое. Спонтанный процесс развития производительных сил стоит на несколько порядков выше, чем логика событий на персональном и даже этническом уровне.
Эти события – зигзаги на кривой развития прогресса человечества. Они сливаются, когда мы рассматриваем социальную историю в целом, но при рассмотрении истории этнической они хорошо заметны. Для нашей постановки проблемы они важны, потому что каждая секта являлась эфемерным субэтносом, а вожди движений и ересиархи были как бы свободными атомами, вырывавшимися из своих этносистем благодаря повышенной пассионарности, которая влекла их к гибели чаще, чем к победе. Как мы уже видели, они не выбирали свою судьбу сознательно, а подчинялись влечениям, очаровавшим их помимо их воли. Это и есть фаза пассионарного перегрева. Но выбор того или иного увлечения уже был не свободен. Выдумывать совершенно новое исключительно трудно. Редко кто обладает такими способностями. Удобнее выбрать доминанту из того, что уже придумано. А тут мы выходим в сферу этнокультурных контактов. Эта сфера нам знакома, и теперь можно перейти от теоретических соображений к историческим и этнографическим фактам, чтобы дать им конструктивное, нужное для темы истолкование. Все перечисленные суперэтносы находились в постоянном контакте друг с другом, и энергия, создавшая и поддерживавшая их существование, перетекала из одного в другой, как жидкость в сообщающихся сосудах. Это перетекание совершалось иногда в форме военных столкновений, иногда в виде культурных заимствований, а иной раз как проповедь веры или пересадка-трансплантация своего образа жизни, мыслей, чувствования в чужую среду. Но мало того, внутри самих суперэтносов не было и тени сознательного единства. Императоры боролись с папами, французы с англичанами, кастильские короли с мятежными графами, итальянские города между собой, города Фландрии с епископами, крестьяне с феодалами, и даже католическая церковь не была монолитом. Схоластики, ученики Пьера Абеляра, спорили с мистиками, последователями Бернарда Клервосского, а клюнийские монахи с распущенностью епископов. Но все эти варианты борьбы были формой диалектического единства. Для пассионарных деятелей Средневековья борьба была смыслом жизни, а следовательно, противник был жизненно необходим. Если он, будучи побежден, исчезал, то победитель находил нового, и процесс продолжался. Это было очень мучительно, но исключало болезнь равнодушия, которая поразила престарелую Византию XII века. Ведь пока там кипели губительные страсти, Византия была непобедима, а когда там воцарился покой, подкралась гибель. Но еще страшнее сложилась коллизия в мусульманском мире. Там еще не пришла пора нулевой пассионарности, как в Константинополе, но пассионарная энергия сменила знак, не везде, конечно, и воцарилась ложь как принцип действия. Вместо диалектической вечной борьбы – Западная Европа, и ослабление ритмов жизненных процессов – Византия. Здесь начала происходить аннигиляция при антагонистических противоречиях, а с востока эта зараза перекинулась в Италию и Францию, где начались альбигойские войны. И только монголы XII века еще не узнали яда антисистемы.